Мы продолжаем знакомить вас с приемными семьями Сунтарского улуса. И сегодня отправимся в село Вилючан. Здесь нас ждала встреча с двумя приемными семьями. Саргалана Семеновна и Спиридон Иванович Морозовы 25 лет живут в родном селе. У них 2 дочери и 8 внуков. А в прошлом году они взяли под опеку 3 детей. Саргалана Семеновна рассказала о том, как живет семья и как проходит адаптация. Би балажарык битем балык бутун себилүүбүт оюрга хаджабыт тухактыбыт бултубут кергеним булчут иккене тербехенен жарыктанабыт мен реставрация шубин бартынан истедим түүлааганы хакаспага кирер вона арас кергеллер оны менен урана тыылыбыт дегенче быйыл хаңаллыбыт бихиги үсөгөнү так өрөк боландар адаптацияны бардылар шейдик дияны. Он осколаларын тахты ырыргаталар күргей кені бұрыстой болды. Хем манна детсей болан ырыргаты хоттуктар. Кенен баран оголорун кытары тапсандар düşөйдик. Хатахан билеген табарыстар элбәте. Волейбол гайын хиджалар кружокка. Оны таханын өссөбү өрөбүлдерге ме как всегда балыкты быт, серасты быт деген. Барытыгар бирге тең хиджабыт. Оны мынчар вопростар бытын баратын опекалар специалистериттен, учуталлартан деген хөбөлөтөбүт. Оны хамай биле ага хастагы жонордун алтахабыт социальный үлехет кергеним. Оны бардын хөбөлөтен өссөнүк төмсүлөкпү деген бэбит. Онтон хөбөлөтө турабыт. Интернет үйетигерче интернетинен бардын көрөгөн статьялар агаган билеган. Онун хин караяк битяны. Оголар жоннор боллаган, жоннорго хөбөлөмөтө хамайд биле огону таптыктак кыян баста. Нажа арас бетин иделерин, жарыктарын, үйрөктөргө көмөлөктактар баратын поддержкаларын жактактар бияны. Мына еще общение надо. Бебелер биле бүгөн калбаттар. Ден хөбөлөнө карайыр жонго. Этехм бара. Близкое общение и поддержка приемным детям очень важны, как дома, так и в учебе. Своими планами на будущее с нами поделилась 15-летняя Сабия. Я бар информатиканы география туттарарыгнабын. Онан тох именно оларбын билбеппин, но пока что багар стюардесса или ханныкавит информатика айтешникин болохумары. Узнали мы и о главном увлечении Дамира. Дамир очень увлечен чертежами и созданием объемных геометрических фигур из бумаги. Возможно, это станет его будущей профессией. Увлечение творчеством передается детям от Саргаланы Семеновны. Все 3 приемных детей в семье Морозовых – подростки. Конечно, это сложный период в их развитии, но мудрость и опыт Саргаланы Семеновны и Спиридона Ивановича помогают в воспитании детей. Очень интересной для нас стала встреча с приемной семьей Григорьевых. В гостях у них мы были 4 года назад. Тогда Ольга Петровна и Виталий Семенович воспитывали 2 приемных детей. Александре сейчас 19 лет, и она уехала учиться. 14-летний Алеша учится в 7 классе. Он по-прежнему поет, участвует в различных конкурсах и с удовольствием поделился с нами своими успехами. У меня тут много грамот. Рисую всей семьей. Я еще нарисовал свою маму, Ольгу Петровну, и стал 2-е место среди больших классов. По хозяйству, по дому ты что делаешь? Чему научился? Мыть пол. Меня научили. Еще дрова, как там засовывать в печку. Поддерживали меня во всех печах. Меня учили урокам, братья, сестры. Родные дети Григорьевых уже взрослые, приезжают в отчий дом, помогают родителям.
Благодаря сплоченности, достойному воспитанию детей, приемная семья Григорьевых отмечена наградами. Иккитинче хүбе бирилга жаркан нелеге терибиттыгылы ден курагынан бихикиттамыт он тыгынча сетчукат бутпыт икисмисте боламыт онны булырым боллана улуска о итергелдерге курак иппиттерне бастыкы месте болот бихын тыгынча сертификат бутпыт бастамыт онна манна боллана бир хемияннын кирен киттамыт бебитин билһиннер биппит алушулах саша таландарын көддөр биттере онны тыгымактар дагы онна киттамыт каяпыт. То, что семья отмечена такими наградами – результат труда каждого. Алеша успевает все – и хорошо учиться, и помогать по хозяйству. Алеша улахит гаппай. Девлете бартыркамалахар. Ордук полана декылдырынан кайыр. Онактары, косканы, ütеңнөбүлөр декылдыр. В том, что Алеша помогает во всем, мы убедились, наблюдая за строительством хатона. Виталий Семенович вместе с тестем Петром Григорьевичем делали оконные рамы, и без помощи Алеши было не обойтись. Под руководством приемного папы Алеша учился работать бензопилой. Четырнадцатилетний Алеша учится у приемного папы всей мужской работе. Он уже многое умеет, трудится, не боясь ничего, и внося свой вклад в общее дело. Причем он не только учится работать у отца, но и имеет возможность перенимать жизненный опыт от дедушки, что очень важно в правильном воспитании мальчиков. Ольга Петровна много закладывает в становление характера Алеши. Трудолюбие, старание, ответственность – все это очень важно для подрастающего поколения и дает им понимание ценности семьи. Нас радует то, что приемные семьи берут детей, поддерживают по жизни тех, кто уже выпустился. И дети, оставшиеся без попечения родителей, становятся успешными людьми. В наш центр, Республиканский центр содействия семейному воспитанию, очень часто обращаются кандидаты, замещающие родителей, потому что мы проводим школу приемных родителей. Обращаются к нам с вопросами по устройству, по принятию детей-сирот. И вроде бы это действительно логично. Но дело в том, что наши граждане, которые проживают в республике и не только, звонят иногда не только нам, но звонят иногда и другие организации с вопросом о том, а как взять, как принять свою семью ребенка. Конечно, мы сразу говорим о том, что первым пунктом, если вы приняли решение взять в свою семью ребенка, являются органы опеки и попечительства по месту жительства. Придя туда, вам расскажут о разных видах семейного устройства, вам дадут список документов, которые нужно подготовить для того, чтобы получить заключение. Фонд «Дети Саха-Азия» в своей передаче рассказывает о детях, которые могут быть приняты в семью. И дело в том, что об этих детях в передаче рассказано не все, да? А только то, что разрешается законом. Это имя, начальная буква фамилии, год рождения. Все остальные сведения, уважаемые наши граждане, вы можете найти в Республиканском банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, в котором находятся документы о детях с определенным статусом, то есть тех, которых вы можете взять в свою семью. Поэтому и узнать о них вы сможете только после заключения о том, что вы можете быть замещающим родителем, которое выдает именно органы опеки и попечительства Республики Саха-Якутия, а не какой-то другой орган. Поэтому рекомендуем вам первым шагом вашего осуществления желания пойти в органы опеки и попечительства по месту жительства. Познакомьтесь, две сестры. Насте 15 лет, младшей Любе 10. Люба
очень добрый ребенок, обожает играть, обожает, очень отзывчива на ласку. И любыми играми, ну, знает все свои, может сказать, все свои пожелания, свои естественные потребности, она может вполне все сформулировать и рассказать. У Насти у нас в этом году были очень большие успехи по творческому направлению. Она у нас играет на хомусе, выезжала в несколько ближайшие регионы в Новосибирске, в дальневосточных, и занимала призовые места у нас в районе и в республике тоже в целом. А еще Настя умеет шить и уже строит планы на будущее. Я хочу поступить в Якутске в художественное училище, там заниматься, потом уже работать. Хочу стать дизайнером одежды, сеть интернет-магазинов себе хочу. И рисовать на одежде и продавать. 10-летняя Люба тоже хочет научиться шить. Пока ей сложно все дается, но воспитатели помогают девочке во всем. Получается у тебя. Видишь, вот такой маленький. Люба обучается по адаптированной программе и проявляет старания в учебе. Она любит внимание, общение и очень радуется, когда у нее что-то получается. Люба, расскажи мне, пожалуйста, во что ты любишь играть? Один. Настя и Люба все время проводят вместе. Настя с удовольствием читает младшей сестре книги. Вместе они играют в сюжетно-ролевые игры. Девочки привязаны друг к другу, они нуждаются в заботе и любви и надеются обрести семью.